виды игр и игрушек в одном месте, от головоломок до чебурашки. Всероссийский масштабный фестиваль игрушки проходит в самом сердце столицы. Такой фестиваль проходит в Уфе впервые. На протяжении 4 дней маленьких жителей города радуют мастер-классы, аниматоры, конкурсы и ярмарка. Мне, например, очень понравился мастер-класс по созданию бумажного мультфильма. Давайте узнаем, а что понравилось на этом фестивале Тимуру? Тимур, как тебе этот фестиваль? Расскажи. Очень крутой, мне нравится то, что тут много аниматоров, они ходят радостные очень, раздают всем питье, могут с тобой потанцевать. Еще много клевых настольных игр. А в какие игры и игрушки ты играешь? Расскажи про них. Я люблю мягкие игрушки, но не то чтобы с ними играть, а коллекционировать, а потом их раскладывать, перекладывать. Вот это мне очень нравится. Различные популярные персонажи российских мультфильмов украшают площадь, и ни один не остается без внимания. Тут дети и родители становятся настоящими экспертами по выбору игрушек, получая советы от сказочных героев. На празднике мы встретили даже кадетов. Динара, ты выглядишь очень серьезно. Что ты делаешь на этом фестивале? Здесь мы приехали с классом, и тут мы проводим медицинскую точку, рассказываем все о медицине. Еще я попробовала поиграть в национальные игры, в разные, возле сцены попела, потанцевала. Было очень весело и интересно. Как ты думаешь, зачем организовали такой фестиваль? Ну, чтобы оценить все достоинства кукол, которые создали различные профессионалы, которые создают такие игрушки. Также на большой сцене проходят постановки, спектакли и мюзиклы. Как же радовались малыши, когда на сцене появился всеми любимый синий трактор. Детско-юношеский телеканал «Тамыр» также делал концерт. Но самым долгожданным событием было выступление Миланы Хаметовой, ведь она пела прямо на главной сцене площади. Российский мир игрушек очень богат, и фестиваль, безусловно, доказал это. Так что, лошадку в руки и айда играть? Вероника Сайгина, Артур Курбанов специально для Горы новостей.